Но самое главное, еще раз повторяю, чтобы вы между собой общались, знакомились, понимали, что независимо от цвета кожи, независимо от вероисповедания, независимо от национальности, от одеяния, вы все молодые ребята, и все вы должны смотреть друг на друга в плане того, что а кто лучше, а кто больше знает, у кого больше каких-то инициатив добрых для людей, для человечества, для страны в целом. Да, мы говорим об идеологии. Ну, надо подчеркнуть, был провал. 90-е годы, и это во всех регионах России чувствуется, во всех странах СНГ чувствуется. Был провал. Была одна идеология коммунистическая, и было воспитание, неплохое воспитание, неплохая национальная политика, надо это признать. Ну, я помню, я и в армии, и до армии куда-то выезжали, в Тюменскую область куда-то. Вообще мы не чувствовали какое-то понятие там национальности, да, вот как были все человеки, и всем было хорошо. Не было никакого понятия там национальности, как-то там комфортно было. В армии тем более так было. И потом это все провалилось. Это не ваша беда. Но вы сейчас живете в другом поколении. Мы сегодня, проводя такие формы, должны думать и о себе, то есть о вас, вы в своем возрасте смотрите на это. Но больше мы должны думать о подрастающем поколении. О тех, кто сегодня начинает получать образование в школах, в садиках и так далее. Как они должны вырасти? Мы все друг друга кормим, мы все друг другом живем, мы страна. Да, есть понятие, там, центр, Москва, федеральный центр. Есть окраины, есть регионы. Есть Кавказ, есть северяне, есть там и так далее. Ну, регионы есть, окраины есть. А как же по-другому-то? Что вот у нас же сердце не находится где-то на краю там, тела, да, вот где-то. Не здесь же на кончике сердца, оно в груди находится, в середине, да, вот в центре. Так и столица в центре находится. А вокруг все, которое защищает. Пока до этого центра доберутся, до сердца доберутся, есть вот эти окраины, которые защищают. Так и страна так расположена. Плюс сегодня есть много новых каких-то таких веяний, которые не позволяют молодежи быстро сориентироваться. Все меняется. Все это мы сегодня обсуждаем, а завтра появляются совершенно другие технологии. Как в соцсетях, так и в жизни, и в политике, и во многих вещах. И вот здесь мы должны тоже ориентироваться. Я, например, сидя там в армии, там, в воинской части, изучаю уставы, наблюдая за командиром, не думал, что я буду тоже командиром, что я буду там офицером, там, генералом. Никто же не думает так. И вы сейчас, заканчивая высшее учебное заведение, вы какие-то там ориентиры себе берете, горизонты берете какие-то, но никто из вас не знает, где вы будете завтра. Кто из вас будет там президентом страны, кто из вас будет там председателем правительства, кто будет там в блоке правительства, в силовом блоке, и как вы будете работать. Всегда со стороны легче наблюдать, да, вот смотреть. А вот самому стать, посмотреть, там, как это делается, даже там, пойти на кухню, обед приготовить, это уже посложнее, картошку почистить, это уже сложнее. А наблюдать со стороны, это всегда там удобно, комфортно. Но вы должны сегодня ценить то, что под вас создаются очень много вот этих молодежных площадок. Я здесь благодарен нашим ребятам, которые вот здесь присутствуют, потому что представляют и Роском молодежи, который здесь присутствует, и ФАДЕН. Федеральный центр делает очень много. Различные общественные, другие организации, нашим братьям и слева, и справа. Почему? Потому что их участие – это именно когда тот проект, тот процесс, когда дают больше такого там харизмы, что ли, этим встречам. И вот сегодня посмотрите, сколько форумов молодежных, которые уже вышли на федеральный уровень. В каждом федеральном центре с каждым годом все лучше и лучше проводятся форумы. Гранты выделяются для того, чтобы вы делали не в самом гранте, кто его получил. Там получает там, ну, максимум может 10% тех, кто участвует в форумах. Так? Дело в том, что вы до форумов готовитесь, изучаете, смотрите, участвуете на этих форумах, себя показываете, на народ смотрите. Больше в этих движениях. И приучайте самостоятельности. Даете себе потом оценку, где вы ошиблись, где вы там это. Поэтому это все делать для вас сегодня. И поэтому надо это ценить.
Но самое главное, мне кажется, надо от этого что-то брать. Дело не в деньгах, которые мы вложили, но КПД этих форумов, они должны быть. Они могут быть КПД в виде там чего-то, каких-то проектов, а просто КПД, если у вас в душе отложилось, что вы молодежь одной большой, огромной державной страны. Чтобы вы это понимали. Чтобы вы это понимали. Вот если это все есть, тогда не жалко тратить на это деньги. Не жалко тратить на это ресурсы, силы, средства. Тогда мы понимаем, что мы на правильном пути. А все остальное уже, проекты, гранты, там, хотелки, не хотелки, это уже второстепенно. Главное, чтобы вы понимали, что вы одна страна. И те гости, которые здесь присутствуют, там, с ближнего, с дальнего зарубежья, чтобы на вас смотрели и завидовали, говорили, какая дружная, хорошая молодежь в России. Поэтому еще раз вас приветствую и успехов в работе.